Две преподавательницы из Рошткалинского района Гбао обратились к СМИ с заявлением о том, что органы внутренних дел заставили их выступить по местному телевидению, угрожая возбуждением уголовных дел. Преподаватели школы номер 6 поселка Шикуш Наргиз Джонмирзоева и Азиза Карачабекова рассказали, что их вызвали в ОМВД Гбао и принудили выступить по местному телевидению с осуждением прошедших в Хароге митингов, а также назвать некоторых людей преступниками. Нас вызвали туда, чтобы мы дали характеристику одному из наших преподавателей. Но когда мы пришли, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Майсара Азизбекова и некий Шуймардонов стали оказывать на нас давление и заставлять зачитывать их текст перед камерами. В этом тексте митингующих и некоторых других называют преступниками, но мы отказались это делать. Тогда нам сказали, что в отношении нас заведут административное дело, и тогда у нас будет судимость, могут урезать зарплату. Давление было очень сильным. Мы вынуждены были согласиться, лишь бы поскорее оттуда уйти, говорят Джонмирзоева и Карачабекова в своем письме. По их словам, несмотря на то, что они зачитали только ту часть, которая касалась ответственности родителей за воспитание детей, родные и односельчане осудили женщин за этот поступок. Многократное обращение на телевидение и в различные органы власти с требованием приостановить показ их выступлений не дали никаких результатов, что и заставило их обратиться к СМИ. Мы хотим донести до народа, что это не было нашей личной инициативой, отмечают женщины. Напомним, в ноябре прошлого года силовиками был убит местный житель Гульбиддин Зиебеков, что привело к стихийным протестам бадахшанцев с требованием объективного расследования и наказания виновных. В ответ таджикский режим развернул целую кампанию с использованием СМИ для очернения митингующих. 6 активистов из числа группы 44, состоящей из местных жителей и созданной для расследования ноябрьских событий, отказались от сотрудничества с властями, пока их требования не будут выполнены. По их словам, они не удовлетворены этим сотрудничеством, когда никто не расследует обстоятельства гибели и ранения мирных жителей, а вместо этого власть откровенно мстит населению, начав привлекать людей к ответственности по любому поводу. Если брать в целом, нет никакого разбирательства, есть только давление и обвинение народа. За срубленное дерево могут посадить, а то, что люди погибли, никто в этом разбираться не хочет. Мы не будем больше работать в таком виде. Либо наказывают всех виновных, либо мы совсем не будем сотрудничать, сообщил Худжамри Пирмамадов, пресс-секретарь группы 44.